Муса Хабалевич, разрешите поздравить вас с избранием на должность председателя Высшего совета Ассоциации Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа и пожелать вам успехов в таком важном, ответственном направлении, как решение задач и проблем абхазо-абазинского народа. Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы мы поговорили вот о чем. Вы очень известный человек как меценат. И нам, конечно, очень интересно, почему вы вообще выбрали для себя когда-то это направление. Я вот знаю, что вы занимались наукой долгое время. Вы даже доктор химических наук. Почему вы оставили науку, потом ушли в бизнес, но опять же стали заниматься меценатством? Вы же могли бы этого совершенно не делать. Многие люди, которые зарабатывают деньги, да, тратят их, конечно, так, как они считают нужным. Это их право, понятно. Вы могли бы тратить их, скажем, на себя, на семью, на своих близких, но никак на людей, которых вы даже, наверное, не знаете. Вы ведь помогаете спортивным секциям, да, помогаете детям с ограниченными возможностями, вы помогаете ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. Почему вы это делаете? Вот интересны ваши, скажем так, мотивы. Вот что вами движет? Почему? Элементарное желание сделать жизнь людей, всех, кого перечисляли, чуть-чуть лучше. Если говорить про детей, чтобы дети — это будущее наше. Я хочу, чтобы, если говорить про Абхазию, я бы хотел, чтобы все дети развивались физически, духовно, чтобы получали хорошее образование, чтобы они росли в здоровом обществе, чтобы они приобретали очень сильные качества, и здоровые люди со здоровым мышлением не могут делать плохо. Они будут создавать, они будут развивать общество, они будут развивать страну. Если я делаю добро, зачем я это делаю? Да я вообще это не называю добром или как-то по-другому. Я просто знаю и понимаю, что нужно сделать так, чтобы наши дети завтра, когда они вырастут, не находились в обществе, где есть какие-то противоречия. Я хочу, чтобы они жили совершенно в других условиях, в других отношениях. Я хочу, чтобы, когда они станут взрослыми, они росли с такими качествами, как взаимопомощь, взаимопонимание, уважение, любовь, забота друг о друге. Чтобы они выросли совершенно точными мыслями и пониманиями того, что счастье оно тогда, когда мы вместе. Когда те, кто рядом с тобой находится, общество, в котором ты живешь, они твои близкие, они твои родные, это твоя большая семья. Народа база — это одна большая семья. И когда ты находишься среди людей, которые близки тебе, которые думают почти так же, как ты, готовы в любое время подсказать, помочь, если мы научимся понимать друг друга, а вместе мыслить, как сделать жизнь нашу совместными усилиями лучше, качественнее, как сделать жизнь наших детей более комфортными. Когда я говорю комфортно, не в смысле, что избаловать, нет. Создать себе необходимо не материально, а именно с точки зрения человеческих качеств. А качества человеческие, они все заложены в нашей культуре, в наших традициях и в наших обычаях. Муса Хабалевич, а как вы долго шли к этому пониманию? Просто интересно. Вы в детстве как-то не чувствовали этого, и теперь, когда вы, скажем так, встали крепко на ноги, вы хотите помочь людям другим? Или как? Как у вас сложилось? Понятно, что в каждом возрасте были разные восприятия того, что хорошо, что плохо. Когда я маленький был совсем тоже, я
хорошо понимал, что вот сосед с соседом не разговаривает, я понимал, что это ужасно. Это нехорошо. Мне очень нравилось, когда дружат. Мне нравилось, когда люди общаются. Я очень хорошо понимал, что когда люди вместе, они вместе решают любые задачи, любые вопросы. Потом, что касаемо там, ценностей семейных. Много детей в семье – это огромное великое счастье, и это самое большое богатство. А вы выросли в такой семье? У нас в семье было 4 детей, но я страшно завидовал нашим соседям, у которых там было 9 детей, потому что у нас в семье 2 брата и 2 сестры. Когда сено косили, 8 братьев за неделю все скашивали и заканчивали, а мы 2 месяца работали. Я даже вот в таких вот житейских простых вещах понимал, что, боже, какое счастье, когда вот много детей, много братьев, много сестер. Поэтому я всем нам желаю быть очень богатыми. А быть очень богатыми – это когда много детей в семье. Вот. А так, конечно, вот по мере взросления вот эти ощущения, что хорошо, что плохо, конечно, обострялись эти ощущения. Скажите, пожалуйста, вот мы уже упоминали, что вы занимались наукой. Вы вообще человек с техническим образованием. Почему все-таки науку оставили? Мне нравилось вот проверить себя, а могу я это? Брал и делал. Вот. Поэтому я очень люблю науку, мне это нравится. Фактически вот мы сейчас с учеными Абхазии, Абазии, значит, мы занимаемся, вот сейчас вот турецкую команду будем тоже задействовать. Мы занимаемся по-настоящему очень серьезными научными вопросами. Но мы занимаемся научно-практическими вопросами. Значит, сегодня используем науку, чтобы найти ответ на вопрос, а как сделать так, чтобы мы все говорили на родном языке, а как сделать так, чтобы более эффективно, более качественно создать условия для того, чтобы там, где не знают в мире наш родной язык, создать условия, чтобы они могли выучить родной язык. Те, которые знают, но нехорошо знают, чтобы они могли совершенствовать. Опять же, чтобы с большим удовольствием учить родной язык, когда историю лучше и глубже знаешь, еще более эмоционально учишь родной язык. Для этого мы занимаемся очень серьезными полевыми работами, работами с архивными материалами. Издаются и будут издаваться множество исторической литературы. Вот. Поэтому наука, она как бы и ушла, и пришла. Вот я бы так сказал. Ну, какие-то вопросы, естественно, решаю. Сейчас я пишу докторскую диссертацию по политологии. Ну, это так, все по ходу пьесы. То есть это вот этот опыт, который вам очень помогает в вашей сегодняшней деятельности? Занимаюсь бизнесом я в науке, потому что такое наука в бизнесе? Это грамотное изучение мирового опыта, любого направления, чем бы ты ни занялся. Умение анализировать применительно к той стране, к тому региону, где ты хочешь делать свое дело, свой бизнес, реализовать какой-то проект специальный, чтобы ты мог взять лучшее, добавить ментальное, локальное, значит, за сознанием, значит, менталитета, для кого ты это хочешь сделать, чтобы оно стало успешным, и получить результат не сиюсекундный, потому что бизнес он должен быть намного, говорится, десятилетий рассчитан. И чтобы это все работало, а это разве не наука? Это тоже наука. Поэтому одно другому не мешает и наоборот дополняет. Это очень хорошо. Возвращаясь к истории Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. На этот раз был 7-й он по счету. Известно, что создавался он и начал свою работу в очень тяжелое действительно для Абхазии время. Такое героическое, я бы сказала, и трагическое одновременно.
во время Отечественной войны народа Абхазии. Конечно, понятно, что тогда цели и задачи Конгресса были одни. Вот на протяжении этого времени как менялись эти задачи или что добавлялось к этим задачам? Как вы вообще оцениваете работу Конгресса за эти годы? Ну, скажу так, очень важнейшую миссию. Для чего тогда этот Конгресс создавался? Я считаю, что эта миссия выполнена сполна. Владислава Арденова, его идея была создание этой организации. Тарас Миронович, Геннадий Шаликович. Это два человека и вся команда, которые были все это время, 25 лет. Я считаю, что я хочу признаться им в своем глубочайшем уважении и сказать, пользуясь случаем, низкий поклон и огромное спасибо за то, что они сделали. Я уверен, что они будут делать еще очень многое. Мы будем свои программы показывать как экспертам, как людям с высочайшим опытом. Уверен, что они в дальнейшем нас будут аккуратно, грамотно координировать. Их опыт никуда не уйдет. Я считаю, что они достаточно эффективно делали свою работу. Они сделали очень много. Я не могу дать оценку сполна, потому что они сделали гораздо больше, чем я знаю. Если говорить по Тарасу Мироновичу, кто знает, каждый день он принимал людей, каждый день. И все, что он зарабатывал, фактически отдавал на то, чтобы там издавать книги, там, не знаю, там, кого-то устроить на учебу, кого-то восстановить, кого-то и так далее. То есть это, не знаю, тысячи людей. Представить трудно, через что он прошел и сколько физических, эмоциональных нагрузок он перенес. Поэтому я их искренне люблю, очень уважаю. Это неоценимая совершенно работа они провели. Если говорить непосредственно о 7-м съезде, нынешнем съезде, вот известно, что был изменен устав организации, вместо должности президента создан Высший совет. По вашей, если не ошибаюсь, инициативе исполнительным секретарем был назначен Инар Гицба. Вообще вот назначение этого молодого человека, это говорит о вашем стремлении, ну, скажем так, повернуться лицом к молодежи? Вы хотите с помощью молодых людей решать дальнейшие проблемы, задачи? Я не разделяю. Дело должно делаться людьми, которые готовы на данный момент более эффективно решать те или иные задачи, разные поколения. В любых наших проектах, естественно, молодое поколение, оно как бы идет как драйвером, и там, где они могут вступиться там, и взяться за дело, мы всегда для них открываем дороги. Инар Гицба, молодой человек, который обладает теми качествами, которые необходимы сегодня на этой должности. Он дипломат, имеет очень хорошее образование, знает много языков. Самое главное, я точно знаю, что Инар четко будет отрабатывать свой функционал. Он вот, не хочу говорить такие слова, как там зачем, почему, там патриот, но это вот давайте подождем время, и мы увидим. Мы, когда говорим Инар Гицба, я имею в виду всех молодых ребят, которые совершенно точно будут задействованы в наших процессах. Я уверен в том, что старейшины, мудрейшие будут нести не меньше свою лепту. Мы обязательно в своих программах будем закладывать их роль, огромную роль в объединительном, созидательном процессе. Поэтому я вот по возрастам не разделяю, у каждого свой функционал. Я
страшно люблю стариков. И вот я всегда вот, я бы сказал, ну, я не знаю, очень, очень трепетно и вот очень живо смотрю, питаю любое слово, вот, впитываю, которое вот они говорят, и наставления. Я не знаю, такое ощущение, как будто они дают какую-то космическую энергию, чтобы все пошло хорошо. И мы когда что-то планируем, когда куда-то хотим двинуться, мы, я считаю, что по-правильному должны получить добро от старейшин всегда. И когда они задействованы, когда они читают, когда они видят и говорят, доброе слово, когда скажут, дела намного лучше пойдут. Если старшие не будут выполнять свою роль, я имею в виду воспитательную, в первую очередь внуков и правнуков, то они не получат, вот наши внуки и правнуки, они не получат невероятную, значит, информацию, мудрейшую информацию, а соответственно внуки не будут являться тренерами для того, чтобы дедушки и бабушки жили на десятки лет дольше. Когда внуки гоняют стариков, будучи тренерами фактически, то наши старики лучше живут. Поэтому нужно рожать много детей, чтобы у нас дедушки и бабушки жили как можно дольше. Это автоматом они будут их гонять, и там умирать некогда. Надо воспитывать, взращивать. Так что это природа на самом деле. Спасибо за ваш ответ. Спасибо. Муса Хабалевич, вот известно, что сегодня у вас была встреча с президентом, там присутствовали руководители делегаций, диаспор. Скажите, какие вопросы там поднимались, какие интересные для себя вы уже как в статусе, вот в новом своем статусе услышали для себя? Вы знаете, президент сегодня сказал очень много таких важных предложений, поднимал очень много острых вопросов. Ну, говорили много на самом деле, наставления были. Так что для себя я услышал, я бы сказал, надежды, много желаний вместе совместно работать. То, что я для себя ощутил, это то, что у нас у каждого есть огромное количество энергии. Каждый из нас говорит что-то хорошее, но мы все сегодня в хаотическом движении. Задача наша встать на одну дорогу и двигаться в одном направлении. Вот все эти эмоции, все эти знания, весь потенциал, который есть, безусловно, в каждом человеке, весь талант, который есть в нашем народе, собрать воедино, четко, системно прописать в программе, определить шаги. Причем по каждому региону там свои вопросы. По Абхазии одни вопросы, по Турции другие вопросы. И системно, значит, по программе двигаться вперед. Вот это главная задача. Вот и главная задача. А что касается конкретных планов, сейчас поставлен вопрос таким образом, чтобы в ближайшие 3 месяца каждая из стран, из регионов, каждый предложили по 3 таких знаковых мероприятия, которые мы могли бы провести вместе в течение года ближайшего. Конкретные дела будут предлагать. Мы будем это уже систематизировать, планировать. Поэтому дана возможность каждой из сторон, чтобы они конкретно предложили. Ну, они же фонтанируют идеями. Да? Вот, хочется, чтобы, во-первых, обсуждая общую программу, пускай сейчас 3 конкретных дела, но знаковых, да, например, для Турции, для нашего этноса в Турции.
И когда они вместе уже будут писать эту программу, эти три задачи общие, они будут объединять наш народ в Турции. А потом, когда мы вместе будем реализовывать эти три пункта, эти три задачи, это тоже будет такой хороший тренинг, работать вместе. Мы начнем учиться работать вместе. А какие вы отмечаете самые главные проблемы, вот, которые надо решать? Что это? Это сохранение языка наверняка, да, традиции, этноса. Что именно? Во-первых, давайте так, вот мы, если вы же видели, да, вот собралось много сот человек со всего мира. У всех глаза горят, сердце прямо колотится, и все хотят одного – сохраниться, 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 объединиться. Первая главная задача – это объединиться по всему миру, а объединиться на какой идее? А идея сохранения языка, нашей культуры, то, что нас делает Абаза, значит, традиции, обычаи. По сути дела, это первый очень важный вопрос – собрать всех по всему миру. Значит, в единое информационное пространство, которое мы в ближайшее время создадим, информационный портал, куда может войти каждый представитель нашего народа со всего мира. Вторая задача, главнейшая. Независимо, где проживает наш народ, через вот эту сетевую структуру, которую мы будем создавать, писать программы развития народа по региону, по стране, чтобы совместными усилиями сделать жизнь лучше. Создать условия для того, чтобы учить язык. Создать условия для того, чтобы сохранять свои традиции, свои обычаи. А как это можно сохранять, если мы живем в другой стране, значит, с другими традициями и обычаями? Если мы будем изучать историю, что есть наши традиции, что есть наши обычаи, то мы можем дома совершенно спокойно жить по своим обычаям у себя, в доме, в квартире и так далее. На улице себя вести не в смысле папаху одеть или что-то не внешне, да, а по-человечески, по жизни. Твое поведение в соответствии с нашими обычаями и традициями означает твое поведение лучше, чем у всех остальных может быть. Это будет помогать в жизни. Хорошее поведение человека всегда настраивает к нему добрые отношения и располагает и так далее. Вот. И третья важная задача, которую мы обсуждали, это объединение всего делового сообщества, Абаза по всему миру и создание программ, которые могут помочь экономическому развитию нашей страны, Абхазии. Это очень важно. Третий вопрос, который поставлен. И четвертый вопрос, который мы поставили, это создание необходимых условий для того, чтобы на родину могли вернуться все те, кто желает этого. 4 первых вопроса, но между всеми этими вопросами есть еще множество подвопросов. Вот. Поэтому вот такие серьезные задачи, очень важные, кто-то скажет амбициозные, значит, настолько смело будем думать, настолько смело будем воплощать свои идеи. Наверное, в этой своей работе вы будете опираться на, конечно, диаспоры, да, это и московская диаспора, это и турецкая диаспора, да? Конечно, я говорю, это, скажем, это комитет по репатриации, который, допустим, есть у нас, да? Безусловно. Комитет по репатриации, значит, совершенно замечательная команда. Мы имеем единое понимание, как будем работать, как будем взаимодействовать с комитетом по репатриации. И мы обязательно будем иметь, фактически у нас одна программа будет с комитетом по репатриации. И мы вместе
консолидирует свою... Когда говорим мы себя ни в коем случае не отделяем от власти, от государства. Все, что мы будем делать, это абсолютно прозрачные программы, которые будут соответствовать, координироваться с программами государства Абхазии. Поэтому мы будем создавать синергию в нашем деле, мы будем укреплять и усиливать таким образом усилия по улучшению качества жизни. Муса Хабалевич, скажите, пожалуйста, где вы сейчас проживаете? Живете вы где? В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. Долго? Давно? С 81-го года. А почему, если не секрет? А родились вы? Родился в Гумлокте, в Красном Востоке, под Кисловодском. Карачаево-Черкесия сейчас. Да. Раньше назывался Ставропольский край. Вы учились, да, наверное, в Ленинграде? Я хотел поехать в хороший большой город, где можно было заниматься спортом и получить хорошее образование. Сразу после института, фактически почти сразу начал писать диссертацию. Вот. Хорошая диссертация. Цирконий, содержащий фторалюминатные стекла для волоконной оптики. Вот. Успешно защитил, дальше пошел заниматься бизнесом и немножечко наукой. А домой часто ездите? Сейчас больше, чем раньше. Я думаю, что 6-10 раз в году точно езжу. Но, к сожалению, не могу с мамой спокойно посидеть, даже 5 минут чай попить. На 2 дня, на 3 дня или на 4 дня еду, все запрограммировано. Работа там с народом, там езжу по населенным пунктам, общаемся, разговариваем. Вот. Кстати говоря, вот эту сетевую структуру, о котором я говорю, то, что предлагается, этот проект, он опробирован в Карачаево-Черкесии, он очень успешно работает. В черкесском офисе, у нас имеется офис Алашара, где работают молодые, кстати говоря, вот видите, молодые, там, можно сказать, там, пацаны, можно сказать, работают, молодые ребята, мальчики, девочки, кстати говоря, поровну, наверное, там по количеству, специально не делали так, но девочки очень активны, поэтому вот в команде много там девчонок. Мы создали команду из менеджеров, каждый из которых курирует одно направление. А направления такие, фактически все, что касается жизнедеятельности человека. Это здоровье, медицина, вот, у них вот, разные немножечко вот у нас, образование. У нас есть юридическая служба, которая обеспечивает все население, все 13 сел, и не только села, и города тоже, бесплатно консультируют население. Они очень востребованы. Вот. Информационный отдел. Очень серьезно там спортивное направление работает. Очень серьезно работает направление культура. Больше года назад, опять же, собрали деятелей культуры всех, поставили задачу предлагать свои идеи, свои программы по развитию детей по всем населенным пунктам, по их направлениям, по культуре, развивать, например, направление молодых чтецов, молодых композиторов, художников и так далее. У нас есть очень интересные, вот за 1 год мы сделали около 8 проектов, открыли 2 новых кукольных театра на абазинском языке. Это невероятно красиво. За 3 месяца вот один кукольный театр сделал 32 спектакля. То есть они ездят по селам,
и бесплатно показывают вот эти спектакли. Вот очень все интересно. Там одеты в национальной одежде, там, прежде чем спектакль начнется, выходит там старейший, там рассказывает о каких-то традициях, культуре нашего народа и так далее, пожелания, а потом уже там вот, начинается спектакль. Очень интересно. Муса Хабаевич, еще вот такой вопрос. Вы сказали, что с мамой у вас не получается пообщаться, вот так, чтобы сидеть, подолгу разговаривать. А вот если не секрет, какими словами она вас встречает и провожает? А разве мама должна слова сказать? Вы знаете, мама... Не, на самом деле у мамы такой взгляд, столько любви от нее идет, что там и слова-то не сильно нужны. Мама обнимет, это уже сразу отсутствие слов. Имеется в виду, если со всего мира все самые хорошие слова собрать, их не хватит того, чтобы описать вот это объятие мамы. Один взгляд мамы, встречающий, провожающий. Конечно, когда провожает, она грустит, она переживает. Мама много не говорит словами, как бы, да, вот она немногословна, но она своим взглядом говорит столько, что... То есть разговаривать с вами глазами, можно так сказать, да? Душой, своей энергией, своей любовью. Конечно, разговаривает. Я так немножечко утрирую, конечно, но мамы обычно своим детям много не говорят. Вот так вот посмотрят, обнимут, и все. Там все сказано уже. Там все сказано. Еще вот такой вопрос, Муса Хабаевич. Вы являетесь лауреатом различных престижных премий. Вот что они для вас значат, скажите, пожалуйста. Ну, откровенно говоря, просто маленький этап успеха. Ну, как сказать, я к этому совершенно спокойно отношусь. Я вам так скажу, вот, если посмотрите проекты, которые, реализованы уже, успешно очень реализованы. У меня так, я занимаюсь творчеством, я их реализовал, команда дальше работает, есть система, бизнес идет, бизнес работает, ребята развиваются, ребята учатся. Ну, дальше я иду делать следующий проект. Вот в этом плане, я бы сказал так, для меня это, скорее всего, для молодых ребят, которые смотрят эти успехи, это, знаете, какая-то галочка. Они ценят это, они хотят тоже этого успеха. Вот как пример, я бы так сказал больше. Спасибо вам большое. Мне остается вас поблагодарить за эту встречу. Спасибо, что приняли наше приглашение, ответили на наши вопросы. Вам огромное спасибо, что вы задавали такие интересные вопросы. Я желаю вам удачи. Мне сказали, что вот недавно было 10 лет телевидения Абаза. Я желаю вам, чтобы вот таких десятилетий было как минимум 100. Спасибо большое. Спасибо. Удачи.